السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Всевышний в Коране говорит: «Ауду биллахи минаш шайтани раджим, ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан, валя тафарраку». Держитесь за ветвь Всевышнего Аллаха, джами'ан, будучи вместе, валя тафарраку, то есть не разъединяйтесь, будьте вместе. Вадхкуру ни'мат Аллахи алейкум, и всегда помните ни'ма Всевышнего, то есть дары Всевышнего, которыми Он вас одарил. «Идh кунтум а'даан фа'аллафа байна кулубикум». Если когда-то вы были врагами друг другу, то Всевышний соединил ваши сердца. Еще есть слово «аллафа», «ульфа» – любовь. То есть Аллах внушил в ваши сердца любовь друг к другу, хотя когда-то были врагами. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, и только по милости Всевышнего Аллаха вы стали братьями. Аль-Имран, 103 аят. Альхамдулилля, по милости Аллаха, все мы уверовали в одного Всевышнего. У нас Аллах один. Все мы последовали за одним пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И все мы исповедуем одну религию. И все верующие, когда взывают к Аллаху и просят у Него рай Он один. Да, у Него есть степени разные, но мы все просим один рай. Получается, мы все просим жить в одном раю. Все. Вечно. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сравнил братство, единство мусульман с одним телом. То есть вся умма должна быть одним телом, одним организмом. И как передает Абу Муса, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: му'мин, верующий, по отношению к другому верующему, подобен одному строению. Строение – это здание. Мы знаем, что издревле здания поднимали из разных камней. Это сегодня уже монолит, да? То есть он затвердевает как один камень, одно единое, но всегда здания строили из разных камней. Пусть это будет кирпич, какие-то панели и так далее, и так далее. И вот посланник Аллаха сказал, что верующие, они подобны одному строению, одна часть строения, которого поддерживает другую часть. То есть этот камень, он хватается за соседний камень, а соседний камень хватается за него, и еще за другой камень, и еще один камень снизу, и еще один камень сверху. И когда эти камни соединяются друг с другом, вот этот раствор любви, раствор братства, они превращаются в одно единое здание. Если какой-то камушек, какой-то кирпичик, который лежит на дороге, если его можно взять и вот так выкинуть, чтобы этот камень не валялся, то 10 камней, которые соединились друг с другом, просто так пнуть или там взять, выкинуть будет очень тяжело. А когда 100 камней объединяются или 1000 камней объединяются, получается огромное, единое, мощное здание, которое невозможно разрушить. И вот еще в VII веке, когда многие жили
в шатрах. Многие жили в шатрах, там не было таких строений, еще мало было, да? Вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сравнил мусульманскую умму, мусульманский джамагат вот с этими камнями, которые опираются друг на друга. И когда этому камню есть на кого опереться, а тому есть на тебя опереться, то получается целое здание. И снести быстро здание уже не получится. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит нам о том, что наша сила в нашем джамаате, в нашем единстве. Этот хадис передал имам Бухари и Муслим. Следующий хадис, то есть в этом хадисе пророк сравнивает нас с единым зданием. Кстати, есть аят, пока не ушли дальше, сурат Ус-Саф, 4-й аят, где Всевышний говорит: «Инна Аллаха, воистину Аллах, юхиббуль лазина, любит тех, Аллах любит тех, которые юкатилюна фи сабилихи, которые сражаются, усердствуют на его пути, на пути Аллаха, соффан, рядами, выстраиваясь в ряды, кааннахум буньянум марсус, как будто они единые здания». То есть Аллах любит, когда верующие в деле усердия на пути Аллаха, а джихад — это не просто битва, это не просто война с врагами, это усердие на пути Аллаха, когда мы служим, жертвуем своим временем, своим здоровьем, своими средствами, деньгами на пути Аллаха. Аллах любит, когда мы выстраиваемся в ряды. Поэтому даже намаз, джамагат намаз, имам что говорит? Истау, строится. Все, выравнивайте ряды. То есть Аллах любит, когда мы выстраиваемся в единый ряд. Мы показываем свое единство. Аллах любит, когда мы не оставляем между собой место, как в хадисе говорится, для шайтана. Когда кто-либо из наших братьев по какой-то причине покидает передний ряд, сразу же тот, который стоит за ним, он сразу закрывает этот ряд. Второй ряд закрывает первый. Третий ряд закрывает второй. Фланги сразу укрепляются. Поэтому даже во время пятикратного намаза, таравих намаза, Аллах любит, когда мы выстраиваемся. Потому что можно было просто так, где кто, вот помните пандемию, да? Когда мы просто скучали по плечам наших братьев, да? Скучали в городских особенно, в деревнях там ковида не было уж, как они говорили, да? Да, поэтому расстояние все-таки в городах было больше, но мы скучали по плечам наших, по этих трицепсах наших братьев скучали во время намаза, да? Вот Аллах любит сурат Ус-Саф, когда верующие сражаются на его пути, выстраиваясь в ряды, как будто они единое целое, как будто они воздвигнутое здание. Буньянум марсус, прямо здание, говорит Аллах. В следующем хадисе у имама аль-Бухари передает сподвижник Ан-Ну'ман ибн Башир, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Маталу л-му'минина фи таваддихим ва тарахумихим ва таатуфихим». То есть пример верующих в их милосердии друг к другу, в их любви друг к другу, в их сострадании друг к другу. Три качества он называет, саллаллаху алейхи вассалям. Милосердие одного брата к другому, рахма. Таатуф, утф, любовь одного верующего по отношению к своему брату, другому верующему. И сострадание. Пример одного тела. То есть они подобны одному телу, проявляя милосердие друг друга, любя друг друга. Они одному телу подобны. Если одна часть тела начинает
постигать боль, то все тело откликается на это бессонницей и жаром. То есть Аллах Тааля — это очень простой пример, но самый лучший пример. Тело человека, организм человека построен так, что каждый орган, он связан со всеми органами человека. Когда мы нечаянно режем палец, например, правой рукой мы держим нож, режем хлеб или там козылык, нечаянно, потому что умышленно тело не приносит боль самому себе, так ведь? Когда мы нечаянно режем палец, никогда правая рука смеяться над болью левой руки не будет. Никогда другие органы насмехаться, издеваться или там, а вот ты сам виноват, ты сам напросился, как обычно мы делаем. Помните, когда землетрясение было в Турции, столько братьев, сестер, детей погибли. Конечно, мы вместе были с ними, мы страдали за них и садака собирали. Но нашлись братья, которые говорили, наверное, Аллах не просто так их наказал. Аллах в Коране говорит, если каждому из вас Аллах даст по заслугам, никого живых на земле не останется. Поэтому, если Аллах и нам даст сегодня по заслугам, по справедливости, тогда Он и нас накажет. Поэтому никогда нельзя злорадствовать над проблемами братьев. Поэтому пророк сравнил единый организм, вот это умма, когда какая-то часть страдает, все тело начинает страдать. Если ночью болит зуб, все тело не спит. Оно не может спать. Когда что-то вонзается в тело, все тело страдает. Человек сразу пот прошибает, сразу язык начинает, голова начинает думать, что делать. Надо завязать раны. Сразу язык начинает просить помощь. Жена, где бинт, где это. Ноги начинают двигаться куда-то. Все тело, как скорая помощь, быстро-быстро реагирует на боль. Может быть, мельчайшей части, крошечной части тела. Вот когда в едином организме мусульманской уммы куда-то, в какую-то часть приходит беда, весь организм должен болеть за это. Поэтому, когда мы говорим про Палестину, мы говорим, это рана, это кровоточащая рана, больная рана на теле мусульманской уммы. Поэтому мы душой и сердцем и нашей помощью по мере возможности мы с ними должны быть. Потому что мы организм, мы единый организм. Мы не можем сказать, тут татары сидят, ладно, они же арабы, не татары, да? Или там таджики, братья скажут, ладно, они же не таджики. Нет такого, мы все братья, поэтому мы подобны единому телу. И это то, к чему призывал наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и то, что воспитывал нас. Также Всевышний обещал нам баракат, свою помощь, свою защиту в любом деле, когда мы делаем это вместе. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ядуллахи аля джамаа». Помощь Аллаха всегда над джамаатом. Джамаат. Что такое джамаат? Джум'a. Джум'a намаз. Джум'a — это намаз, который собирает нас. Нельзя дома джум'a читать. Джум'a читается только там, где есть свободный доступ собраться мусульманам. Поэтому мы в мечети джум'a читаем. Джум'a — это то, что собирает. Джамаат намаз от слова джамаа — собирает, коллектив, коллективный намаз. Поэтому Аллах дает баракат, когда мусульмане в джамаате. К посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подошли сподвижники
и пожаловались на то, что они едят, принимают пищу, но нет удовлетворения. Ашилар, хуаныши юк, туймый, тамак туймый. И посланник Аллаха, послушав их, и сказал: «Ичтами'у аля та'амикум юбарак лякум фи». А вы попробуйте собраться над едой, и тогда Аллах даст баракат вам в вашей еде. Вот смотрите, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не то что в добрых делах, в поклонениях призывал нас собираться, даже прием пищи. Ты просто садишься и принимаешь, если физиологию смотреть, да, ты просто принимаешь какие-то необходимые калории, в которых нуждается твое тело. Да, вот врачи нам могут так сказать. Но принимая эти калории, они не нашли в этом наслаждения. Они не увидели должный результат. И они пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, который отвечал не только за калории, он отвечал за духовную пищу. Он отвечал за духовную удовлетворенность. Поэтому, когда к нему пришли и сказали: мы кушаем, но нет сытости, сытость не приходит, удовлетворенности едой нет. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: а вы попробуйте собраться. Собраться. Если ты дома, пришел отец, сделай так, чтобы немножко дети подождали, чтобы был семейный ужин, джамагат был. Когда сподвижники принимали пищу, они обязательно искали того, с кем разделить эту пищу. Даже когда во время путешествий он шел, останавливался, спускался с верблюда, садился кушать, он ждал. Может быть, кто-нибудь, прохожий, пройдет, он звал его к себе, разделить с ним его пищу, чтобы получить что? Баракат. То есть пророк не учил нас кушать в однеху. Да? Джамагат. Он сказал: попробуйте собраться. Ичтамиру галя тарамикум. Соберитесь над вашей едой, тогда Аллах даст вам баракат. Даже та еда приготовленная, она будет баракатной, если там будут другие люди. Поэтому баракат во всем. Баракат в поклонении. Тот же намаз. Возьмем зухар. 4 ракагата сунны. 4 ракагата фарза. 2 ракагата сунны. То же самое человек может сделать дома, то же самое может сделать джамагатом. Но конечный результат какой? Х27. Те же ракагаты, но они умножаются на 27. Умножаются на 27. В одном хадисе говорится 25, в другом хадисе говорится 27. То есть это что? Это баракат джамагата. И намаз, который ты совершаешь один, если действует на твое сердце по-своему, то джамагат намаз, он действует в 27 раз больше. Действие на твой иман, на твое сердце, на твою смиренность в джамагат намазе во сколько раз больше? Потому что это баракат джамагата. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: всегда придерживайтесь джамагата, будьте всегда вместе. И воистину волк съедает какую овцу? Отдалившуюся от стада овцу. Всегда хищники смотрят на тех, которые отдаляются, и нападают туда. В середину джамагата они не нападают, потому что там баракат, там сила, там мощь. И поэтому ищут. Вот. Баракат, мы говорили в поклонении. Даже если взять ифтары, про еду говорили, да? Вот все равно, когда вместе делаешь ифтар, вот практически, наверное, кроме студентов, которые оставили своих родителей, свои города, да, они приходят тоже на ифтар. Мы, у кого здесь семьи, у кого здесь дома, квартиры, у нас никаких проблем нет. Дома нас тоже неплохо кормят, да? Тем более дома ты один, и ты главный, да? Все там возле тебя. Иншаллах, ты главный уже, да? Будем надеяться. Амин. Вот. А тут народу много. Тебя кто-то может и вытолкать. Ты можешь опоздать.
тебе там что-то, чего-то может и не хватить, да, но все равно вот в джамагате еда другая. Все равно другая еда. Потому что там не только еда, там больше что? Баракат. Вот это наслаждение едой, оно другое, потому что джамагат. И в любом праведном деле, пусть это будет помимо поклонения еще служение друг другу, где-то что-то нужно сделать, где-то что-то нужно кому-то помочь, когда верующие объединяют свои силы, Аллах дает баракат больше. Потому что это есть закон Аллаха, который никто не может отменить. Всевышний, суратуль Маида, сура трапеза, трапезный стол, 2 аят. Всевышний говорит: «Ва та'авану». Аллах говорит: помогайте друг другу. В чем? «Аляль бирри ват таква». Помогайте друг другу, аляль бир. Бир переводится как благочестие. Муфассиры, ученые тафсира говорят, бир – это служение людей друг другу. Поэтому бирруль валидейн говорят на арабском, в хадисах приходит, почитание родителей. То есть все, что касается добрых деяний, которые мы совершаем по отношению друг к другу, это называется одним словом биррун. Бир. Когда, например, ты помогаешь брату, когда мы помогаем какой-то нуждающейся семье, вдовам, сиротам, брат оказался в трудной ситуации, нужно помочь. Вот это все называется биррун, одно слово. И ат-таква переводится как богобоязненность, то есть помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. Благочестие, объяснил, да? То есть это служение рабов друг другу. А таква – это в первую очередь выполнение приказов Аллаха. И во вторая очередь это что? После выполнения приказов остерегание его запретов. То есть получается в поклонении Всевышнему Аллаху. И Аллах приказывает нам, повелевает нам, чтобы мы помогали друг другу. Мы объединяли силы и возможности в чем? В служении друг другу и в поклонении Всевышнему Аллаху. «Валя та'ауану аля ифми валь гудван». Но не смейте помогать друг другу в чем? Во всем греховном и во всем предосудительном. Поэтому в греховных делах, если какой-нибудь вор пришел к вам, постучался и сказал: слушай, брат, я там хочу украсть, один у меня не получается, кто-то должен постоять там на шухере. Все, мы не помогаем никому в греховных делах. В вражде не помогаем, но благочестие и богобоязненность помогаем. И вот здесь Аллах дает баракат. Аллах дает баракат. Поэтому вот мы видим, как братья, которые начинают собираться где-нибудь, альхамдулилля, Аллах дает им некую возможность, финансовую возможность, они там строят какие-то коммерческие проекты свои ведут, начинают зарабатывать, и им прямо охота, прямо хочется где-то сделать доброе дело. И он начинает потихоньку искать нуждающиеся семьи, где-то помогает, а потом где-то они сидят в кафешке или после намаза в мечети, и кто-то рассказывает друг другу, чем они занимаются. И они что? И они начинают: а слушай, я тоже вот этим занимаюсь, давай вместе заниматься. И вот так они начинают собираться. И если в начале эти несколько братьев расходовали там в месяц, может быть, 20 тысяч, 50 тысяч, когда их становится 10-15, они начинают расходовать 200 тысяч, 300, а когда их уже сотни, Аллах по милости дает им возможность каждый месяц там 5 миллионов, 10 миллионов, 15 миллионов, каждый месяц тратить. То есть и Аллах им больше дает, и возможность дает больше тратить на пути Аллаха. Вот это баракат чего? Объединение. Едине. Даже в мирских делах. Вот надо снег почистить. Один ты можешь по-своему чистить, да? А когда у вас 10, намного быстрее происходит. А может быть, даже когда у вас 10, нас 10, да? Даже математика, может быть, говорит, что мы должны быть 10 раз быстрее сделать, а может быть, мы в 20 раз быстрее делаем. Потому что
когда кирпичи, камни начинают поддерживать друг друга, даже ты начинаешь больше давать. Это милость Аллаха. Я помню, когда в Нижнекамске работал, я жил возле леса, имамом был. И что-то лето, хорошая погода, я начал бегать, было такое время, я бегал в лесу. Первый день, второй день, третий, четвертый, все равно какое-то расстояние проходишь и начинаешь уставать. А потом что-то меня наш один брат увидел, Хазрат говорит, давай завтра вместе бегать. Субханаллах. Когда на следующий день мы бегали, я помню, я добежал до того дерева, где я разворачивался. Но я даже не прочувствовал, как мы пробежали это дерево. Почему? Баракат. Нас стало двое. И Аллах даже дальше уже сил дал больше. Поэтому это баракат, который Аллах нам обещал. Если мы будем объединяться в благом, помогать друг другу в благом, поддерживать друг друга, Аллах и тебе сил даст больше намного. И результат будет просто. Там Он разрушает все каноны математики. Там уже математика не точная наука. Потому что Аллах баракат дает. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла илляха илля ан, астагфирука ва атубу илейк.